В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Законопроект упрощает налоговое администрирование. В парламенте обсудили введение НДС. Диван Абаза в Сухуме. В МИДе принимали руководителей кавказской диаспоры в Иордании. 200 тысяч на свадьбу. Беспроцентный кредит могут получить молодые семейные пары. Сегодня в Народном собрании прошло расширенное заседание двух комитетов по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и по экономической политике, реформам и инновациям. Обсуждали принятый на прошлой сессии парламента в первом чтении проект закона о налоге на добавленную стоимость. В заседании участвовали представители исполнительной власти, контрольной палаты республики, общественных объединений. Подробности в репортаже Беллы Кварчия. Председатель комитета по бюджету Георгий Агрба, открывая заседание, подчеркнул необходимость принятия закона об НДС, так как прежний закон устарел. По мнению разработчиков, новый закон направлен на устранение дискриминации отечественного производителя. В проекте представлены механизмы введения НДС, в том числе и при ввозе товаров на нашу таможенную территорию. В то же время Георгий Агрба просил разработчиков уточнить, не приведет ли введение НДС к увеличению цен на товары, объяснить, как будут производиться налоговые вычеты и каков будет порядок изъятия в бюджет налога на добавленную стоимость. Как получат районные бюджеты в последующем, получат ли они вообще тот налог, который будет изыматься на таможенной территории, то есть 10%, потому что границу все пересекают и гагрские организации, и гудаутские, и ачимчирские, и сухумские, они, естественно, районные администрации и районное собрание рассчитывает на эти налоги тоже. Вице-премьер Дмитрий Сериков отметил, что в глобальном смысле новый закон отличается от старого введением нормы изъятия НДС именно в момент попадания товаров и услуг на территории Республики Абхазия. Еще одно отличие нового законопроекта от старого в том, что в новой версии минимизированы двойные толкования различных норм закона и четко прописаны все возможные формы налоговых льгот и условия для освобождения от налогов. Черным по белому, коротко и ясно расписывается, где какая норма применяется. Потому что в старой версии закона, к сожалению, некоторые вопросы были, у участников хозяйственной деятельности возникало много вопросов. Поэтому как со стороны налоговых органов возникало льготные трактовки определенных форм, так и со стороны участников хозяйственной деятельности возникали различные трактовки. И это вызывало определенные недопонимания и вопросы. Затем обсуждение коснулось перечня продуктов, необлагаемых НДС. В него по новой версии вошло в том числе и топливо. По мнению депутата Аслана Кубахия, раньше налоги на топливо, табачную и алкогольную продукцию помогли Абхазии сохранить свою государственность. Я просто не верю, что нет сговора с поставщиками у правительства, которые регулируют эти цены. Это может быть не ваше, но я вам говорю, здесь и работает определенная лоббистская группа. Это факт. Но дальше когда-то надо сказать стоп. Аслан Кубахи отметил, что парламент должен разработать перечень товаров, на которые нельзя вводить НДС, а все остальное в компетенции правительства. Беслан Эшба, председатель общественного объединения «Абсадгил», также высказался по поводу НДС на топливо. Во время ценообразования экспортных поставок НДС вообще не учитывается. И никакого зачета и возврата НДС не существует. Он существует в таких случаях, когда товар, который предназначен для внутренней торговли на территории России, перекуплен оптовиками и везется в другую страну, только тогда получается зачет НДС. В данном случае поставки Роснефти, они определены как экспортные. В них участвует, помимо ценообразования, еще, к сожалению, великому таможенная пошлина и транспортные расходы. То, что надо этот вопрос изучить, это абсолютно точно. Заместитель министра экономики Ахра Аристава проинформировал депутатов, что вопрос экспортной пошлины из России в Абхазию решен. И сейчас он находится на рассмотрении у министра экономики. Одновременно с ним будет решаться и вопрос НДС на топливо. Причем цена на этот продукт расти не будет. Ахра Аристава отметил, что при разработке нового закона проводились активные консультации с крупнейшими абхазскими производителями. Бизнес, естественно, просит какие-то вопросы, чтобы решались по кредитам. Вопрос решался по сокращению количества налогов. Я точно знаю, что Рауль Джумкович это поддерживает, потому что их действительно много. То есть издержки бизнеса сократить
и чтобы безболезненно НДС мы реформировали, и он безболезненно для населения вступил в свою силу. Социальные товары, лекарства и продукты питания на первоначальном этапе исключить. Новый законопроект позволит сократить общее количество налогов, что облегчит налоговое бремя на бизнес, отмечалось на встрече. В ходе дискуссии ее участники задавали вопросы разработчикам законопроекта, а также высказывали свое мнение. К примеру, депутат Тайфун Ардзенба выразил уверенность в необходимости его принятия. По его мнению, единственный шанс экономически выжить в нашей стране – это научиться самостоятельно наполнять свой бюджет и финансировать экономику. Балакварчи, Эльдар Дамиров, Беслан Шкинджери, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж заседания профильных комитетов парламента смотрите в нашем эфире завтра. МИД Республики и культурный центр Диван Абаза в Иордании разработают план совместных мероприятий на 2016 год. Это будут культурные и спортивные события. Глава внешнеполитического ведомства Вячеслав Чирикба и советник президента Беслан Будба сегодня в МИДе встретились с представителями культурного центра. Репортаж Асиды Малия. Черкесская диаспора в Иордании – одна из самых многочисленных. В этой арабской стране в настоящее время проживает более полумиллиона представителей кавказской национальности и около 350 тысяч абхазских семей. В 2010 году в Иордании был вновь создан культурный центр Диван Абаза. Его руководитель – потомок абхазских переселенцев Хасан Чичба Абаза. Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба отметил, что черкесская диаспора в Иордании пользуется большим авторитетом, что дает право гордиться. Мы знаем, что абхазы и черкесы в Иордании занимают очень высокое положение в обществе, очень близки к королевскому двору, так что это тоже очень большой ресурс, очень важный ресурс. И мы хотим развивать отношения на всех уровнях, на политическом, на культурном, на спортивном, экономическом. Наметить планы сотрудничества – главная цель встречи. Важно развивать отношения в культурной и спортивной среде, отмечалось на ней. Вместе с тем Хасан Чичба Абаза согласился с тем, что у абхазов, проживающих в различных странах, есть свой очень богатый жизненный и исторический опыт. И его можно использовать на благо исторической родины, для чего необходимо объединить все силы. Местные жители и иорданцы, они смотрят на них, на всех, как черкесы. Не то, что абхаз, черкес, кабардинец. Это источник их сил. Они неразделимы. В 2010 году, когда создали Диван Абаза, но он неотделимая часть от общества родины черкесов и относится также к МВД. Поэтому есть такое предложение, любой из них, абхаз или черкес, через них приедет в Абхазию, чтобы Абхазия его приняла. И даже если дело до паспорта, чтобы ему дали паспорт. Если эти черкесы почувствуют поддержку с вашей стороны, и так как они там хорошо сидят, можно сказать, в Иордании, и не думают на постоянно, допустим, приехать в Абхазию, но если их поддержат, временно приехали, помогли чем-то, тогда они будут хорошая поддержка. Делегация Абхазии во главе с советником президента Бесланом Будба 2 неделями ранее находилась в Иордании с рабочим визитом. У Беслана Будба яркие впечатления от увиденного в культурном центре Диван Абаза. Многие представители абхазской диаспоры близки к королевскому двору. Эти и другие связи могут косвенно повлиять на политические взаимоотношения в положительном русле, считает Беслан Будба. Я горжусь нашей встречи, горжусь, что у нас в Иордании есть такая диаспора. У нас есть в этой стране будущее, но будущее заложено вами, вашим отношением, вашим мудрым, сдержанным поведением. И мы это очень ценим. И у нас... Мы с министром считаем, что есть огромные перспективы в этой стране. Представители абхазской диаспоры и Иордании в нашей стране находятся уже несколько дней. За это время проведена объемная совместная работа по планированию культурных и спортивных мероприятий. Асида Малия, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. 13 ноября в столице Абхазии Сухуми пройдет 6-й российско-абхазский деловой форум «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества», основной темой которого станет развитие сотрудничества между двумя государствами. Участие в форуме примет и делегация Удмуртской республики, которую возглавляет вице-премьер правительства Андрей Сивцов и министр экономики Михаил Зайцев. Как сообщает пресс-служба главы правительства Удмуртии, во время форума планируется подписание
плана мероприятий по развитию сотрудничества между Удмуртией и Абхазией на 2016-2018 годы, подготовленного в развитии ранее подписанного в мае меморандума о намерениях. Беспроцентный кредит на свадьбу в размере 200 тысяч рублей могут получить молодые семейные пары. Эта инициатива принадлежит Госкомитету по молодежной политике. За время существования проекта этой возможностью воспользовались более 30 семейных пар. На реализацию программы по займу на проведение свадеб в бюджет 2016 года будет внесена сумма до 1 миллиона рублей. Об условиях выдачи займа репортаж Симы Аргун. Ах, это свадьба, пела и плясала. Все мы знаем эти строки из песни. Действительно, молодой паре хочется, чтобы радость этого дня с ними разделили их родные и друзья. Поэтому организация собственной свадьбы не только хлопотное, но и весьма затратное дело. И даже если молодые собираются отметить свадьбу скромно, все равно без трат не обойтись. Так уж повелось, что в Абхазии играют свадьбы как минимум на 300 человек. В подготовке к такому важному дню помогают родные. Но не у всех есть такая возможность. Конечно, можно отложить торжество на годик-два и накопить нужную сумму. Однако не все могут целенаправленно откладывать деньги. Госкомитет по молодежной политике решил поддержать молодые семьи. Беспроцентный займ в размере 200 тысяч рублей – хорошее подспорье для пар для организации свадебного торжества. Проект работает уже в течение 9 месяцев. В этом году, в 2015 году этот проект вообще не был запланирован. Но так как... Учитывая, что к нам были обращения не раз, не два, с просьбой о помощи в этом виде, мы решили проверить как экспериментальный вариант, как пилотный проект, посмотреть, насколько этот проект будет работать, насколько он оправдывает себя. Желающих получить такой займ немало, и до конца текущего года уже лежат заявления. Для реализации проекта Госкомитет обладает всего 400 тысячами рублей, которых недостаточно для помощи всем желающим воспользоваться услугами займа. Мы с ним заключаем договор о том, что мы ему передаем определенную сумму на организацию свадебного торжества, и он обязуется в такое-то время, и мы оговариваем сроки. Большинство желающих не попадают в списки лишь потому, что 200 тысяч рублей – единственная сумма, передающаяся каждые 2 недели, что называется, из рук в руки. Пока что все заемщики добросовестно возвращают средства. За время существования проекта этой возможностью воспользовались более 30 семейных пар. На реализацию программы по займу на свадьбы в бюджет 2016 года будет внесена сумма до 1 миллиона рублей. Это позволит оказать услуги по займу большему количеству семей. Мы планируем увеличить этот проект, увеличить и сумму проекта, и чтобы единовременно мы могли оказывать помощь 5-6 семьям молодым в организации свадебных торжеств. И помимо этого, в 2016 году нами уже предусмотрено еще ряд других проектов по оказанию помощи, либо же стимулированию молодых семей. Такая форма социальной поддержки уже практиковалась в Абхазии. В свое время по инициативе Сергея Багапша осуществлялась выдача кредитов на свадебные торжества из президентского фонда, начиная с 2009 года. Министерство финансов заключало договор с заемщиком, а выдача средств осуществлялась в администрации президента, в которую и возвращался кредит. Или не возвращался. Есть надежда, что в этот раз выражение «прогорел со свадьбой» не станет оправданием для заемщиков. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня в нашей программе прямой эфир. В передаче «Актыха» принимают участие заместитель министра по курортам и туризму Астамур Ахба, начальник охраны Ритинского реликтового национального парка Виталий Дармава, старейший работник сферы туризма Валерий Агарба. Речь в прямом эфире пойдет о развитии круглогодичного туризма в Абхазии. После Отечественной войны народа Абхазии в государстве практически прекратилось строительство муниципального жилья. Большинство государственных многоэтажек было построено 50 лет назад. За это время коммуникации успели устареть. Плохо работают канализационная и водопроводная системы. Одна из таких пятиэтажек – дом номер 7 на площади Конституции в поселке Мачара Гулрыбского района. Затопленный подвал, распространяющаяся плесень и канализационные стоки, вытекающие прямо во двор. Вот с чем сталкиваются жильцы этого дома. Подробности в материале Налы Мукба.
Зимой и летом, и не только в ненастную погоду, детишки из этого дома лишены возможности поиграть у себя во дворе. Дом этот заселен практически полностью, и почти в каждой семье есть ребенок. Канализационные стоки из-за разрыва труб собираются вначале в подвале, а после его заполнения вытекают прямо на улицу. Пройти затопленный двор оказывается не так-то просто, а если к этому еще добавляется даже небольшой дождь, то улица превращается в водоем. Иногда бывает такое, что заливает до первых ступенек. То есть, получается, если ты в обычных сапогах, не в резиновых, здесь просто невозможно пройти. В течение нескольких дней вода спадает. Но опять же, она идет в подвалы, где плодятся мыши, тараканы, крысы. Облупляется штукатурка, плесень. То есть ремонт в подъезде жильцы своими силами делали уже. То есть это все бесполезно. Когда дождей нет, засоряется канализационный колодец, и фекалии выходят наружу. То есть вместо вот этого разливаются фекальные стоки. Если в прохладную погоду во дворе нет неприятного запаха, то летом, по словам жильцов, дышать здесь невозможно. Как признаются жители, эти неудобства еще можно вытерпеть. Но они опасаются разрушения фундамента, ведь подвал постоянно в воде. Оно, конечно, и санитарно, и технически вызывает страх и ужас. До этого, конечно, мы уже почистили. Молодые ребята в этом доме, кто проживает, наши сыновья, вот ее и всех. И мы нанимали людей, платили, чтобы вынесли там, поменяли какие-то стоки, но этого не хватает. Жильцы дома не раз обращались в администрацию района с просьбой помочь решить проблему, но пока безрезультатно. Заявление написали уже 2-3 месяца, ничего. Нет, это каждый год мы обращаемся, каждый год мы пишем заявление. Как не пишем, это не первый раз. Домов с устаревшими коммуникациями в поселке Мачара, как и во всей республике, немало, говорят в свою очередь коммунальщики. Но у районного бюджета не хватает средств для проведения капитального ремонта. Когда происходят какие-то проблемы, те проблемы, которые мы можем решить своими силами, мы, безусловно, их решаем. К сожалению, не имея никакой техники, специальной техники, я имею в виду, для обслуживания систем водоотведения, мы обращаемся в Сухумскую организацию водоканала, заказываем у них специальную технику, они приезжают, все это производится за счет них, мы, естественно, все это оплачиваем. Что касается глобального ремонта, то ни мы, я думаю, ни наша администрация в данный момент глобально эти вопросы решить не может. По словам Даура Делба, ремонт канализационной системы внутри самого здания должен проводиться за счет самих жителей, в чьей собственности и находится жилье. Жилищно-коммунальное хозяйство в состоянии помочь очистить засоры во дворе дома. Таким образом, можно лишь временно улучшить ситуацию. Вода на время спадет, но вопрос технического состояния дома останется открытым. Наала Мукбапислан Джинджолия, Абхазское телевидение. Непрекращающийся сегодня весь день дождь нанес ущерб домам в Ачимчирском районе и в самом городе. В центре Ачимчиры подтопило несколько десятков жилых домов. Уровень воды поднялся больше, чем на метр. Наш корреспондент Алиас Курсая сейчас находится в Ачимчире. Мы ждем от него материал в ночном выпуске новостей. В соседнем Сочи из-за сильного дождя затоплен ряд микрорайонов. Так, в центральном районе города, в микрорайоне Ареда, подтопило несколько автомобилей, что привело к большим транспортным заторам на близлежащих улицах. В Хостинском районе под водой оказалась часть трассы. Затоплена дорога близ Курортного проспекта и улицы Яна Фабрициуса, а также в микрорайоне Бытха. В Адлерском районе потоплены домовладения поселка Чай-Совхоз, а в Лазаревском районе вода зашла в ряд зданий поселка Дагомыс. И в завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра в Абхазии временами дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 12-14 градусов. Температура морской воды плюс 17 градусов. По Сухому облачная погода с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 6, днем плюс 13 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.